Моя проблема заключается в том, что мой отец и мать, она мне не родная мать, а мачеха, хотели мою дочь отдать в детский дом и даже подготовили все документы. Фируза, имя изменено, пришла в Центр помощи Гульруксор с просьбой предоставить ей временное убежище и посодействовать в поисках работы. Она сбежала из дома, потому что родители принуждали ее отказаться от полуторагодовалой дочери. Фируза разведена, бывший муж безработный и ничем не помогает, а ребенок лишний род, отцу женщины не нужен. Специалисты Центра пытались найти компромисс между ней и ее семьей, но пока результатов нет. Сейчас я хочу, чтобы от мэрии или правительства нам выделили комнату в общежитии. Жить негде сейчас. С дочерью временно проживаю в комнате. И за свет и прочее плачу 250 сомани. А у меня нет постоянного места работы. Организаций, подобных Центру Гульруксор и оказывающих помощь женщинам, жертвам семейного насилия, в стране немало. Но это пока единственное место, предоставляющее убежище и проживание на время бракоразводного процесса или урегулирования семейного конфликта. За 10 лет его деятельности здесь помогли сотням таких, как Фируза. Наше убежище, согласно внутренним правилам, предоставляет 14 дней для проживания. Но у нас были случаи, когда женщины проводили здесь до 3 месяцев, ожидая решения проблемы. Потому что иногда нельзя отпускать из убежища до решения суда. Для женщин и детей в центре созданы все условия: спальни, кухня, ванная, бесплатная еда, одежда и предметы гигиены. Но здесь не просто проживают. Для них также есть услуги психолога и других специалистов. Не все приходят сами. Несколько девушек, пытавшихся покончить самоубийством на мосту через полноводную реку Сырдарья, привели сотрудники милиции. Во время проживания здесь женщины и дети проходят психологическую реабилитацию. У нас есть письмотерапия, ароматерапия, водотерапия, релаксация, дыхательные упражнения и многое другое. В первую очередь женщину нужно вывести из стресса и уже потом показывать пути решения ее проблем. Только в Гульруксор в случае необходимости предоставляют услуги патроната и патронажа. То есть патронат — это консультативная помощь в подготовке различных документов. Патронаж — помощь пациентам, женщинам в сборе документов, справок, подготовке к судебному процессу, правильная подача заявления. Если женщине может угрожать опасность или оказывается давление со стороны супруга или других членов семьи, в таком случае наши сотрудники-юристы будут сопровождать ее везде и помогать в получении документов. Кризисный центр сегодня испытывает финансовые проблемы. В начале года приходилось закрываться на несколько месяцев. Выручила администрация города Худжанд. Но деньги по-прежнему нужны. Сотрудники сейчас работают как волонтеры. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.